Добрый день, уважаемые представители средств массовой информации, уважаемые журналисты. Рады приветствовать вас в этом зале. Рады приветствовать вас на нашей пресс-конференции, посвященной итогам мониторинга выборов, повторных выборов в Первом избирательном округе, которые состоялись вчера, если вы знаете. Вчера были открыты два избирательных участка, избирательный участок номер 1, избирательный участок номер 2 в ДК и в 6-й школе. И наши наблюдатели следили за процессом голосования практически с утра до поздней ночи. Мы наблюдали за открытием избирательных участков, мы наблюдали за голосованием, мы наблюдали за закрытием избирательных участков и за подсчетом избирательных голосов. Я лично присутствовал на избирательном участке номер 2. Это в 6-й школе, как ее принято называть в Камрате, или лицее имени Мавроди. Да? И там я наблюдал за подсчетом избирательных голосов. И также я наблюдал за процессом передачи избирательных материалов от участковых избирательных бюро окружному избирательному совету. Что мы можем отметить? Мы можем отметить, что в принципе выборы проходили достаточно спокойно в течение дня. И единственное, что мы наблюдали, это массовый или организованный подвоз избирателей. И оно было... Прошу прощения. И оно было понятно, потому что избиратель не хотел выходить на выборы по той простой причине, что избирательной кампании не было. И избиратель не уследил за тем, что идут выборы. Поэтому избирателям это было неинтересно. И люди для того, чтобы, представители кандидатов для того, чтобы вытащить людей на голосование, для того, чтобы обеспечить явку, которая в конечном итоге не была обеспечена, организовали подвоз избирателей. Это, с нашей точки зрения, очень серьезное упущение кандидатов и очень серьезное упущение избирательных органов, потому что не было достаточного информирования. И мы видели, как избирателей не было, потом появляются по 3-4. То есть, понятное дело, что массово подвозят избирателей для того, чтобы обеспечить явку. И, в общем, это единственное, что мы могли бы отметить как негативный момент в этой избирательной кампании. И это не мелочь, это очень серьезная проблема, над которой необходимо работать как Центральной избирательной комиссии, так и кандидатам. И поэтому мы призываем в следующий раз кандидатов быть более активными, и Центральную избирательную комиссию быть более активными в информировании избирателей, для того, чтобы у нас не появлялось и не получалось подобных проблем на выборах. Теперь, что касается результата. Мы также провели параллельную агрегацию результатов выборов, что в принципе несложно, всего лишь навсего 2 избирательных участка, которые результаты выборов агрегируются на уровне окружного избирательного совета номер 1. 2 избирательных участка, по нашим данным, явка не состоялась. Об этом, в принципе, уже сообщили многие СМИ. Но мы основываем наши данные и наши выводы основываем их на тех протоколах, которые мы получили от участковых избирательных бюро. По нашим данным, на избирательные участки вышло 32,2% избирателей, включенных в списки избирателей по избирательному округу номер 1. И, соответственно, то есть с нашей точки зрения явка не состоялась. Вернее, не было необходимой явки 1/3, которая предусмотрена избирательным кодексом. Исходя из этого, с нашей точки зрения, выборы необходимо считать несостоявшимися. Дальше уже Центральной избирательной комиссии необходимо принимать решение, что делать дальше. Да? И на этот счет в избирательном законодательстве нет ясности. Что же на самом деле будет дальше? Дальше будет повторное голосование повторного голосования, и дальше мы организуем новый выбор. Потому что в законодательстве нет ясности, и поэтому тут необходимо, чтобы ясность внесла либо Центральная избирательная комиссия, либо толкование этого закона дало Народное собрание. Но ясно одно, что еще один момент, на который мы хотели бы обратить внимание. На избирательном участке номер 2, это лицей Мавроди, или бывшая 6-я школа, было порядка 134 испорченных бюллетеней. То есть 1138 голосов избирателей пришло голосовать на избирательный участок номер 2, это 6-я школа. Из них 1004 бюллетеней были признаны действительными, 134 бюллетеня были признаны недействительными. С нашей точки зрения это очень много. Да?
То есть, я не знаю, с чем это было связано. Вполне возможно, это был своего рода протест, да, избирателей относительно того, что они не хотят участвовать в этих выборах, относительно того, что их очень убедительно попросили прийти и проголосовать, побеспокоили их в воскресный день, потому что к этим выборам избиратель практически не был готов. По информации, мы, в принципе, тоже собирали информацию относительно того, как проходит избирательная кампания по избирательному округу номер 1, и наш мониторинг показал, что выборы были их практически не было в девятиэтажке или в этих самых плеанты и информационные буклеты кандидата распространялись буквально там, не знаю, там за день, максимум за 2 до выборов. Практически не было никакой информации, люди вообще забыли, что были когда-то выборы, и не были готовы к тому, что в воскресенье должны быть выборы. Поэтому где-то расслабились, где-то занимались своими делами, и тут оказалось, что они должны еще в воскресенье потратить там час времени для того, чтобы пойти на выбор. И эта ситуация с недействительными бюллетенями, она очень показательна. Их очень много на первом участке, на втором участке, да, в лицее Мавроди. В Доме культуры тоже большое количество недействительных бюллетеней, 56. То есть в общей сложности порядка 190 бюллетеней, почти 200 бюллетеней недействительные. Да? То есть это достаточно большая цифра. И у избирателя, который хотел проявить протест к этим выборам, не было никакого другого выхода, кроме как испортить бюллетень. Потому что в бюллетене был один кандидат, не было возможности голосовать за или против, не было опции против всех, была только единственная опция проголосовать. Если избиратель пришел на избирательный участок, соответственно, он способствует обеспечению явки, и если он даже опускает бюллетени в урну не проштампованным или испорченным, в любом случае он способствует явке и тем самым способствует тому, что выборы стали действительными и чтобы кандидат, включенный в бюллетень, был избран. То есть это единственная возможность избирателю не участвовать в выборах, если он не хочет голосовать за конкретного кандидата, просто не прийти на выборы. Учитывая то, что большое количество недействительных бюллетеней, мы предполагаем, что очень многих убеждали выйти на выборы. Потому что у нас не было возможности, конечно, ходить по улицам и смотреть, как людей мотивируют, но мы видели огромное скопление машин у бывшей 6-й школы. Это, в принципе, всегда. Этим славится всегда бывшая 6-я школа. Там всегда огромное количество машин. Такое ощущение, что она превращается в такой автосервис или автопарк, понимаете? И к чему это все, мне сложно понять, но, понятное дело, люди приезжают, уезжают. Было достаточно среди тех, кто подвозил людей, были даже определенные высокопоставленные лица, не будем называть их имен в эфире, но они были, что, в принципе, вдвойне вызывает определенные сомнения относительно честности этих выборов. Ну, не совсем честно, да, то есть если избирателя не убедили, значит, избиратель не хочет выйти на избирательный участок. И поэтому нет смысла ходить избирателя уговаривать в день выборов. Потому что в день выборов избиратель, за день до выборов и в день выборов избиратель уже принимает решение сам. Не нужно его подталкивать, не нужно его мотивировать, не нужно его убеждать и, не дай бог, угрожать ему или давить на него, чтобы он вышел на избирательный участок. Поэтому я не знаю, что будет делать Центральная избирательная комиссия. То есть каков будет следующий шаг? Либо это будет повторное голосование того, что мы имели 5 марта, либо это будут абсолютно новые выборы. Мы бы хотели получить ясность по этому поводу. Но если это будут новые выборы, или это если будет повторное голосование, понятное дело, что они будут проходить только в отдельно взятом избирательном округе. А в таких случаях, когда идут частичные выборы, очень сложно обеспечить явку, да? Потому что не проходит массовая избирательная кампания, в информационном пространстве не фигурирует информация о том, что идут выборы. И получается, что выборы в отдельно взятом избирательном округе, они вырваны из информационного контекста. И кандидатам, и избирательным органам нужно очень сильно постараться для того, чтобы мотивировать людей выйти на избирательные участки. Особенно в таких городах, как Камрад, да и в селах тоже. Поэтому в следующий раз, для того, чтобы не... Потому что очень много людей задавали вопросы, и что дальше? Мы опять будем организовывать выборы, опять будем тратить деньги? Да, мы опять будем тратить деньги, потому что демократия штука не дешевая. Да? Но если бы участники избирательного процесса подготовились бы к этому процессу, к этим выборам, то я думаю, что явка бы была обеспечена. Поэтому, то есть, два вывода. Это мы наблюдали тем, что избиратель не был мотивирован, да, и поэтому не была явка. Те, кто вышли, большинство из них, или значительная часть этих избирателей была мотивирована в день выборов.
каким-то образом, да, то есть организовывался подвоз. И второй вывод, несмотря на все усилия, которые, с моей точки зрения, предпринимались очень поздно, в день выборов, выборы не состоялись, с нашей точки зрения, потому что не был преодолен необходимый порог явки. Теперь это все, что мы хотели коммуницировать. Да, хотелось бы отметить деятельность участковых избирательных бюро. У нас сложилось впечатление, что, в принципе, в любом случае от участковых избирательных бюро приходила информация относительно того, кто голосовал, кто не голосовал. Да? И это, с нашей точки зрения, тоже неприемлемая практика. Потому что мы не можем утверждать относительно того, это было организовано либо не организовано. Понятное дело, что есть определенные симпатии, члены участковых избирательных бюро знакомы с какими-то людьми, которые им постоянно звонят, и мы наблюдали то, что, в принципе, постоянно члены участковых избирательных бюро и наблюдателям кандидата звонили на избирательный участок и интересовались, как проходит процесс. То есть хотелось бы, чтобы этой практики тоже не было, да, чтобы участковые избирательные бюро сотрудничали с кандидатами и их представителями только в рамках закона. Передавать информацию относительно того, кто голосовал, кто не голосовал, с нашей точки зрения, неприемлемо, потому что это, во-первых, передача личных данных, это вмешательство в личную жизнь. Если человек не пришел, не проголосовал, а почему эти данные информации передаются? Понятное дело, почему. Для того, чтобы пойти этого избирателя и попросить или мотивировать культурно или некультурно выйти и проголосовать. С нашей точки зрения, это неприемлемо, этой практики не должно существовать. Все убеждения и вся работа с избирателями должна проводиться до 24 часов, оставшихся до выборов. Да? То есть вы понимаете, да, о чем я говорю. То есть до 24, за двое суток до дня голосования. После этого любая работа с избирателями должна быть прекращена. В день тишины никакой работы с избирателями не должно проводиться согласно законодательству. И в день выборов тем более. То есть избиратель уже в эти дни принимает решение сам. В этих выборах, еще раз повторюсь, мы работу с избирателями в период избирательной кампании не видели. Мы видели работу с избирателями в тот период, когда, в принципе, агитация и работа с избирателями была запрещена, согласно законодательству. Поэтому это, в принципе, в целом администрировались выборы хорошо. Опять же, в одном избирательном участке то, что мы видели, и мы видели, опять же, мы знаем, что состав участковых избирательных бюро это новый состав, их поменяли. И мы видели, что, в принципе, набрались не совсем опытные люди, которых необходимо было подготовить. И по тем наблюдениям, которые мы проводили, работы с ними было проведено недостаточно. Потому что, допустим, когда передавались материалы от участкового избирательного бюро в окружной избирательный совет обнаружил, что участковое избирательное бюро, одно участковое избирательное бюро, которое мы наблюдали, это лицей Мавроди, неправильно оформила все необходимые материалы, да, то есть все протокола, которые должны быть оформлены, да, потому что и люди, в принципе, не знали, что они должны были это оформить. То есть, понятное дело, что их набрали, их пригласили администрировать избирательный процесс, но работу с ними никто не провел. И это всегда влияет на качество процесса, да, и поэтому еще одна рекомендация в адрес в очередной раз мы рекомендуем Центральной избирательной комиссии проводить работу с участковым избирательным бюро и окружными избирательными советами для того, чтобы не происходило казусов и не происходило недочетов в их деятельности. Потому что одна маленькая ошибка, которая кажется мелочью, тормозит весь процесс, который потом невозможно исправить. Задним числом документы оформлять по закону неприемлемо, но ситуации бывают, и для того, чтобы таких ситуаций не было, необходимо с участковым избирательным бюро и окружными избирательными советами проводить работу. Информировать их, проводить тренинги для того, чтобы они знали, как оформляются документы, какие документы необходимо доготовить, для того, чтобы потом не возникало никаких проблем и вопросов, потому что это в конечном итоге подрывает доверие к избирательному процессу. Это все, что я хотел сказать. Хочу поблагодарить всех, кто администрировал выборы, всех, кто наблюдал за избирательным процессом, и всех, кто освещал ход выборов в день выборов вчера. Гагаузия должна знать, что происходит, поэтому средства массовой информации играют в этом вопросе важную роль. Да, Валентин. У меня вопрос, Михаил. Имеет ли право данный кандидат баллотироваться, скажем, на дальнейшие выборы?
Ну, смотрите, как я сказал, мы не знаем, что это будет. Это будут либо повторное голосование повторного голосования, либо новые выборы. Если это будут повторное голосование, то в избирательном бюллетене опять будет один кандидат, и люди опять должны будут голосовать за того же кандидата. То есть это будет повторное голосование вчерашних выборов. Если это будут новые выборы, то это запускается избирательный процесс в этом избирательном округе заново. И заново собираются подписи, заново регистрируются кандидаты, и уже может регистрироваться все, кто хотят, или все, кто может, согласно законодательству, у которых есть это право. Да? И тогда, и там, в принципе, могут баллотироваться те же кандидаты, которые участвовали в этих выборах от этого округа. Да? Там их было 4. Да? Это был кто там? Не помню. Братунова, Константинов, Драгой и Михайлюк. Да. То есть и другие тоже. В принципе, это запускается заново процесс. Это то же самое, что мы имеем сейчас в Вулканежском избирательном округе номер 10. Да. А можно узнать ваше мнение, как вы видите эту ситуацию? То есть должны быть повторные выборы, либо же заново? Смотрите, мне сложно комментировать относительно того, что должно быть. Потому что я уточнил в своей пресс-конференции о том, что законодательство не дает четкого ответа на этот вопрос. То есть необходимо, чтобы юристы прочитали эту статью и дали ей соответствующую интерпретацию. Если интерпретации юристов Центральной избирательной комиссии недостаточно, то в данном случае, наверное, необходимо толкование Народного собрания. Но при этом толкование Народного собрания должно быть даваться объективно и беспристрастно. Да? То есть это должно быть реальное толкование юридической комиссии, да? А не бумажка, подписанная представителем Народного собрания. Это очень важно. Да? То есть подпись представителя Народного собрания на документе, который дает толкование, в котором расписывается толкование конкретной статьи, что делать в этой конкретной ситуации, должно осуществляться только после того, как юридическая комиссия провела необходимую юридическую экспертизу, да, и дала необходимое толкование этому закону. Только после этого председатель может подписывать. То есть я говорю о процессе, потому что все мы помним, как ситуация в Первом округе, ясности от Народного собрания не было, и появился временно исполняющий обязанности председателя Народного собрания. И раз в тот же день, когда он приступил к исполнению своих обязанностей, буквально через час появилась подписанная бумага, где говорится, что в избирательном округе номер 1 нужно проводить выборы с одним кандидатом. Я ничего против не имею того, что выборы проводятся с одним кандидатом, потому что законодательство этого не запрещает. Но при этом мы хотим, чтобы толкования, даваемые Народным собранием, давались на основе конкретной экспертизы, да, они давались ad hoc. Да? То есть и они давались юридической комиссией и специалистами Народного собрания. И если у Народного собрания нет специалистов, то им нужно нанимать специалистов со стороны. Для того, чтобы специалисты давали толкования, и чтобы мы имели документ, который имеет под собой солидную экспертизу, который ни у кого скажем так, к солидности и к доверию которого ни у кого не возникает никаких сомнений, да, то есть и не подрывается доверие самого документа. Поэтому ситуация достаточно сложная. У меня ответа на этот вопрос нету, да, признаюсь честно, потому что необходимо этот вопрос анализировать, но в конечном итоге решение принимает сама Центральная избирательная комиссия. Как она будет это принимать, либо на основании своей собственной экспертизы, либо на основании толкования Народного собрания, это уже решает Центральная избирательная комиссия.